Это очередной выпуск «Смотри и готовь». И сегодня мы будем готовить с вами всеми любимый тайский суп том-ям. Для этого нам понадобятся креветки. Можно готовить и с морепродуктами, но у нас сегодня будет такой вариант. Рис, паста непосредственно для самого том-яма и кокосовое молоко. Также мы положим туда лук, репчатые помидорки черри и можно добавить перец. Это не обязательно, можно заменить его на шампиньоны, допустим. Предварительно отварим рис. Далее приготовим основу. Для этого у нас есть куриный бульон, предварительно отваренный. Можно использовать, в принципе, просто воду. У нас 1,5 литра из кастрюли. Сейчас мы будем туда закладывать наши овощи. Берем лук. Думаю, половины хватит. Держим на четвертинки. Мы делаем версию более такую якутскую, потому что у нас с некоторыми тайскими травами проблема. Ну, они не всегда есть в наличии в городе, поэтому будем их заменять. Дальше мы очищаем помидоры. Можно брать обычные помидорки, не обязательно черри. Нарезаем наши помидорки. В составе нашей пасты, которая уже готовая, том-ям, уже есть лимонная трава, цедра лайма. Поэтому можно, в принципе, ее не покупать, потому что все вкусовые качества сохранятся. И это уже не обязательно, но мы добавим перец. Половинка красного перца сладкого. Еще чуть-чуть можно. Заменить можно шампиньонами. На самом деле так и есть правильно по рецепту. Лучше заменить на грибы. Любые замороженные, свежие. Также нарезаем соломкой. И тоже добавляем в суп. У нас чуть видоизмененный рецепт получается. Зато он очень простой и быстрый. Теперь закрываем и доводим до кипения на плите. Теперь мы подготовим креветки для нашего супа. 500 грамм, думаю, используем половину. Можно взять тигровые креветки, мидии, кальмары, либо готовую морскую смесь. Думаю, столько достаточно. Помоем их. Ну и открываем нашу пасту. Вот такой пакетик у нас здесь. 400 грамм. Используем половину. И заливаем наш суп. Половину можно оставить до следующего раза. Также завернуть и хранить в холодильнике. Креветки у нас уже очищенные, варено-мороженые, поэтому мы добавим их уже, когда вода вскипит, чтобы не переварить. Вода у нас закипает. Здесь у нас уже бульон готов. Теперь добавляем наши креветки. И заливаем наш секретный ингредиент. Это кокосовое молоко. Достаточно будет 200 мл. И даем еще немножко постоять. 2-3 минуты. Рис у нас уже готов. Нужно выключить. Суп у нас готов. Такой он наваристый у нас получился. И отдельно подаем рис. Предварительно мы не солим ничего, потому что суп острый и в состав пасты у нас уже в соль входит. Если вы любите вкус покислее, можно добавить сок лайма, но так как лайма мы не нашли, мы используем сок лимона. Буквально сок одной дольки хватает на одну порцию. Наш суп готов. Приятного аппетита!